Как воспитать настоящих профессионалов в области инфобезопасности? В Академии цифрового развития нашли ответ через практические испытания. Состоялась CTF-игра под названием «Это не игра», организованная для участников курса введения в информационную безопасность. Стало это возможным благодаря реализации в Республике Ингушетия образовательного проекта группы «Софмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, Академия цифрового развития. Capture the Flag или CTF – это одно из наиболее известных соревнований для специалистов информационной безопасности. Интерактивная игра «Захвати флаг» в IT-отрасли стала настоящим соревнованием за право называться лучшим киберзащитником. Участники игры решают задачи по поиску и устранению уязвимостей в системах. Каждое задание – это маленькая симуляция реального взлома, где требуется найти скрытую информацию, так называемый флаг, зарабатывая очки. В этой игре важны не только технические навыки, но и способность оставаться сосредоточенным в условиях напряженной конкуренции. При этом большинство людей решило почти все. Так что я уверен, что все еще могут догнать и получить максимальное удовольствие от сегодняшнего мероприятия. 5 категорий, 12 заданий и один главный принцип – максимум сосредоточенности. Турнирная таблица менялась каждую минуту, кто-то вырывался вперед, но любая ошибка могла отбросить его назад. Борьба была по-настоящему напряженной, и каждое очко становилось ключевым на пути к победе. Для меня было шоком увидеть, что я вообще иду в рейтинге первых, потому что здесь есть люди, которые работают там в данном направлении или там долгое время обучаются, а мы только вот пришли на этот курс, до этого мы никак не были связаны с кибербезопасностью и смогли не просто пройти там данные задания, да, еще попасть в рейтинг в топ лучших. На самом деле это очень круто, и курс этот вообще замечательный. Как вообще получилось добиться таких результатов? Что помогло? Во-первых, курсы действительно были хорошими, то есть без воды, действительно стоящие. Я много чего узнала, 4 месяца обучения – это немало, они мне дали много информации, и самое главное, было много практики, как и самостоятельной дома, так и практики в школе. Я на первом месте в таблице, методики не было, просто учился. Несколько заданий были довольно сложные, на которые пришлось потратить около получаса, часа, а так все очень сильно понравилось. Что такие игры дают вам, в принципе? Мы понимаем, как атакуют нас. То есть, если мы выступаем в роли защитника, мне надо понимать, как люди пытаются меня атаковать. В данном случае я выступил в роли атакующего и понял, как мне защищаться в дальнейшем. На протяжении 4 часов участники демонстрировали не только технические навыки, но и умение работать под серьезным давлением. Атмосфера в аудитории «Денал», что в переводе с ингушского означает «смелость», полностью соответствовала названию. Только самые смелые и собранные смогли дойти до финала. Это был настоящий тест на выдержку. Наша цель, когда мы реализовали этот курс, была в первую очередь в том, чтобы люди, живущие в Ингушетии, поняли, что такое кибербезопасность, вообще для них это или не для них, столкнулись с реальной практикой, как все происходит. Потому что, смотрите выше, ты можешь потратить несколько лет своей жизни, выпуститься, пойти на работу и понять, что это не твое. Мы стараемся помочь людям определиться заранее, до того, как они инвестировали свое время во что-то не то. Курс получился очень живой, наверное, один из самых наших удачных в Академии. Очень много активностей, очень живая аудитория. Видно, что всем было интересно. Более того, так получилось, что часть тех, кто работает в школе, тех, кто прошел уже на основное обучение в школе, они решили попробовать свои силы на этом курсе. Финалисты, набравшие больше всего очков, получили заслуженные награды. Худи с эксклюзивным дизайном, выпущенные Академией специально для игры CTF. Первое место безоговорочно получает Назир Султыков. Человек, который быстрее всех, самый первый решил все задания. И потом отдыхал. Стоит отметить, что дизайн худи выбирали сами учащиеся курса из 6 предложенных вариантов, приняв активное участие в голосовании. Для сегодняшнего мероприятия мы выбрали лозунг CTF «This is not a game». CTF переводится как «захват флага», поиск уязвимостей. «This is not a game» — это не игра.
Почему? Потому что хоть она и носит характер игры, но в реальности это хищение денежных средств, хищение данных, это, так скажем, огромная проблема как для государства, так и для коммерческих компаний, с которой непрерывно 24/7 сталкиваются сотрудники информационной безопасности. И наши слушатели смогли соответствующему их уровню поиграть в эту игру, пройти ряд заданий, которые основывались на пройденном материале, и проявить свои навыки и знания. Я думаю, что самый главный урок, который должен вынести каждый из участников, это понять объективно для себя, насколько он готов для решения задач и в каком направлении ему нужно двигаться, развиваться дальше, чтобы подтянуть свои знания и умения. Курс введения в информационную безопасность завершится 24 декабря, а его участники уже доказали, что готовы к самым сложным вызовам цифрового мира. Они уверенно движутся вперед, создавая основу для профессионального роста и развития в сфере безопасности. Программы Академии цифрового развития стали возможны благодаря поддержке группы «Софмар», его основателя, предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Поддержка образовательных инициатив Академии – это не только обучение, но и вклад в экономику республики и социальное благополучие жителей Ингушетии. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаст, 24.